Уважаемые гости, мы находимся внутри Сентинского храма. Храм относится к одному из 5 аланских храмов, которые дошли до наших дней. Всего их 5. Один здесь, вот Сентинский, над Нижней Тебердой, второй Шуанинский около города Карачаевска и 3 в Нижнем Ахриде. История постройки этих храмов такова, что тогда, к началу X века, наши предки аланы, а аланы являются нашими предками карачаевцев и балкарцев, мы с балкарцами один народ. Они к этому времени исповедовали в основном тенгрианство. Это такая древняя общетюркская религия. Некоторая часть казахов, часть якутов, алтайцы исповедуют эту религию до сих пор. В те времена аланские цари часто воевали. Они проходили через Дарьяйский, так называемый Дарьяйский переход, и нападали то на Византийскую империю, это Восточно-Римская империя, то на персидские владения. Властители и той империи пытались с ними договориться, но аланские цари поступали хитро. Они лет 10 заключали, союз с Персией, нападали на Византию, потом заключали союз с Византией, грабили персидские владения. Пока, наконец, в начале X века один из аланских царей не захотел женить своего сына на византийской принцессе. Византийский император тогдашний решил этим воспользоваться и сказал, следующее: да, мы не против, только у вас вера другая. Подумав, аланский царь решил крестить свой народ. Но большая часть народа приняла крещение, но были также тенгрианцы и небольшая часть мусульман. После этого началось строительство храмов, но вот именно этот Сентинский считается самым первым, самым древним. И то дата его постройки отталкивается, сохранилось письмо настоятеля этого храма, был такой священник по имени Иосиф. Вот его письмо сохранилось в Византию, отчет о ремонте этого храма. Хотя есть сведения, что этот храм был вообще построен в VI веке. Вот такие сведения есть. Сам храм построен, если сверху смотреть, в виде чистого креста. Также на нем, вы видели, купола нет. Он бескупольный тип постройки у него. Как объясняют историки, тогда еще не умели делать купола. Похожие на них храмы по дизайну, по конструкции есть в Армении, в Абхазии и в Грузии. Самые древние такие христианские храмы. Также в них есть вот такая отличительная особенность. Во всех храмах это есть аланских. Видите, вот ромб, посередине круг, посередине точка. Вообще в чистом виде это такой круг, внутри ромб, посередине точка. Это называется текмет, относится к группе солярных знаков. Историки расшифровывают этот знак так: круг — это бесконечность, вселенная, стороны ромба — это стороны света или 4 стихии. А точка посередине означает единобожие, вера в одного Бога. Во всех аланских храмах это есть. Также он есть у нас на национальном флаге. Также на его стенках сохранились остатки фресок, самых древних на территории России. Да, Министерство культуры и подчиняющиеся ей организации должны охранять, реставрировать вот этот храм. Но имеем то, что имеем. Видите, надписи, скажем так, глуповатых вандалов, осыпается все, трескается и так далее. Не ремонтируется, к сожалению. Вот это есть. А это наше культурное наследие. Мы хотим, чтобы гости приезжали, любовались, чтобы храм еще долгие годы радовал наших гостей и нас.